Стефани Цихаус вот уже 2 года исследует историю расширения Российской и Маньчжурской империй. Она побывала во многих исторических учреждениях Китая. Теперь ее путь лежит через Россию. Я хочу сравнить Маньчжурская империя и Российская друг с другом в XIX веке. И из-за того, что я пока не очень успешно нашла документы в китайских архивах, я думала, что может быть выгодно в Республике Тувы, в Национальном архиве, осмотреть фонд Урьянхай. Территория Тувы и ее население в обсуждаемом вопросе играли немаловажную роль. После ухода из-под власти маньчжуров подавляющая часть районов Тувы выбрала путь сближения с Россией. В обсуждаемом вопросе коллеги-историки разошлись во мнении по некоторым вопросам. В советское время, наоборот, старались поддерживать всяческие культуры даже самых малочисленных народов. Тот факт, что у нас появились такие вещи, как автономные области, автономные республики, это уже о многом говорит. 20 и 21 века отмечены активным развитием взаимоотношений Советского Союза и народов Сибири. Финальным этапом этого процесса стало вхождение республики и автономных областей в состав российского государства. Даже с распадом СССР жители Сибири пожелали остаться частью новообразованной Российской Федерации. Как очень важный шаг был закон в 90-х годах о защите малочисленных народов. И я знаю, что 1 год назад, в 2020 году, там устроили как новый закон по землеустройству малочисленных народов, если я не ошибаюсь. Из-за пандемии COVID-19 исследования аспирантки из Австрии были прерваны на период самоизоляции. Но снижение заболеваемости во всем мире позволило ей возобновить исследования. Даян Дансурюн, Чайхан Дангак, Азамат Учур, Тува 24.